ко мне обратился ваш первый секретарь Вячеслав Сергеевич, чтобы вот ряд комсомольцев надо было бы марксизму не так, что не обучить марксизму. Марксизм обучить это будет очень довольно сложное дело. Поэтому моя задача такая. Что такое марксизм? Представление иметь. А сегодняшние коммунисты, сегодняшние комсомольцы, что такое марксизм? Ну, слышали, Маркс и Энгельс создали такую-то учебу. Ленин, Сталин тоже. В Советском Союзе что-то строили. Такое представление, ага. Поэтому вот правильно делает ваш первый секретарь, что значит, должны быть хотя бы вот 6 человек, пока собрались, может быть, еще больше будет, вот имели представление. А потом, если понравится, вы пойдете в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия, там лежат все мои монографии, по этой монографии и будете сами самостоятельно заниматься. Что это такое? Сейчас я в 2 словах расскажу. Вот я ровно, когда контрреволюция в 1993 году, во время контрреволюции я защитил кандидатский аттестат. Кандидат в профессор наук стал. Советский Союз разрушился. Я 51 год жил в советской власти, поэтому, конечно, передо мной возник вопрос, почему это дело произошло? Что случилось такого, что такое вторая сверхдержава развалилась, как карта снедовик? Ну вот, я стал как раз ученым, методику знаю, и решил ответ искать. Во, правильно, Вячеслав Семенович. Ответ искать в марксизме, потому что в марксизме только можно найти ответ, почему Советский Союз разрушился. Первый эксперимент осуществления. Вы ничего не записываете, я вам подскажу, что записать. А я опытный человек, 20 лет в университете работал, поэтому вы поверьте мне, то, что вам личная работа, я делать не поручу. Я подскажу записать. Ну вот, и марксизм, труды Маркса и Энгельса, институтом марксизма-ленинизма было издано 45 томах. Примерно вот таких толщиной 45 томах. Представляете? Ага. Все это дело перепахать, и оттуда желательно вывести структуру марксизма. Вот этой задачей я занимаюсь около 30 лет. Очень сложная наука, и моя задача была такая. Не прославиться, не постигать это учение, а вот моя задача, что я ответ нашел. Потому что марксизм в таком виде, как написано в 45 томах, не рабочий, не беднейший слой крестьянства, это совершенно недоступно. Это мы, крупные ученые, притом выдающиеся ученые, должны помогать этому рабочему классу крестьянству постигать в упрощенном виде, популярной форме излагать. Понимаете? Вот такой. Поэтому я решил в этих 45 томах выловить, что относится к философии, что относится к политической экономии, что относится к теории классовой борьбы пролетарской революции и то, что относится к теории научного коммунизма. В 4 разделах. Там никакого раздела нету. Это учение написано как одноцельное, слитное, огромным количеством работ разбросано положение этих дел. Понимаете, какое? Это вообще-то, как задача одному человеку не совсем посильная, но тем не менее. Я за 30 лет, я вам сейчас покажу, что я издал. Вот в Москве изданные научные монографии. Первое произведение называлось «Философия коммунизма». Это последнее, это недавно я переработал, повторно издал, потому что первая книга, она имела очень много недостатков, неточностей. Как осуществился коммунизм в Советском Союзе? Об этом пишет «Философия коммунизма». Вторая книга «Политическая экономия переходного периода», тоже издана в Москве. Здесь собрал я все, то, что в этих томах политической экономии, и издана отдельной. И третья книга
теория научного коммунизма. Это проект строительства коммунизма. Это и есть проект строительства коммунизма. Это новое. Оно издано в прошлом году. Первая книга издана была в 2008 году. Она тоже имела, соответственно, недостатки. Я скажу, какие недостатки. Четвертая книга называется «Будущее человечества и разумные потребности». Так, будущее человечества – это марксистское учение, а разумные потребности – это то, что защитил кандидат в докторскую диссертацию. То есть это коммунистическая, понимаете, категория, которая осуществит где-то в первой и второй фазе коммунизма. Так, они слились. И последнее – теоретическое наследие Маркса и Энгельса. Вот этим мы с вами будем учиться, потому что в этой книжонке все 4 раздела. 4-й раздел теории научного коммунизма и пролетарская революция будет издана в этом году, в 22 году в Москве. То есть 6 монографий. Это первая часть. Потому что в философии есть категория первичная, вторичная. Первичная – это марксизм, который создал Маркс и Энгельс. Да, почему я эти разделы отдельно сделал? Потому что все равно коммунизм России вернется, а рано и поздно, потому что 76 лет, в том числе я 51, прожил в коммунизме, и не может быть соответственно законам развития общества. Эти законы развития общества не зависят от воли политических партий, классов, отдельных людей. Поэтому все равно вернется коммунизм, и вот в Москве эти книги лежат во всех политиках, они найдут, меня уже давно нет, и они скажут, оказывается, это в Якутске какой-то профессор Филиппов написал довольно приличную книгу или что-то такого. То есть им было легче осваивать марксизм по этим готовым монографиям. То есть это я показал для того, чтобы преподаватели поверили. Иначе как учиться-то? Вы должны мне, безусловно, верить. Это первое. Второе. После моей лекции ни один вопрос у вас не ясно мне должен остаться. Поэтому не стесняйтесь. Задавайте вопросы самые, в чем вы сомневаетесь или не поняли. Кроме этого, это марксизм не так. Просто меня взять голыми руками. Нас коммунист не сдает, поэтому я вынужден в той маге. Они меня поддерживают, и там очень много коммунистического отпечатка. Вот в этой вчерашней номере появление марксизма, ответ потребность пролетариат. Это чисто марксизм. А обыкновенная газета печатает. То есть я пропагандирую среди читателей. Есть 4,5 тысячи. Это читает. А там и семья, члены семьи, друзья, да, и так далее. Вот такое. И здесь еще вторая статья. Мысли о Степане Васильеве, 125 лет исполнилось. Поэтому я... Так что считайте, что я не только комсомольцем буду, как бы пропагандировать, я давно, основательно, через Туймаду занимаюсь этим делом. Коммунистические, они печатают. Александр Яковлев молодец, он наша ориентация коммунистическая и поддерживает меня. Так, сейчас начинаем лекцию. Да, я вам расписание сказал. Сегодня 15-го первое занятие вводное. После чего начнется настоящая учеба наша. 29 января будет первая лекция по философии. 5 февраля будет семинарское занятие по этой лекции. То, что я прочитал, в следующий раз мы встретимся и будем обмениваться мнениями, чтобы вас закрепился. Что это такое? Я вам сказал, что философией вы не владеть не будете к этому времени. Просто общее представление. Что это марксистская философия? Чем она отличается от обыкновенной и так далее. 19 февраля вторая лекция. В области политической экономии по этой зеленой книге. 19 февраля. 26 февраля семинарское занятие по этой лекции. То, что я вам прочитал. Ничего там добавить не требовать не буду. 5 марта, третья лекция, классовая борьба, пролетарская революция. 19 марта семинарское занятие по этой
лекция. 26-й последняя лекция. Теория научного коммунизма. И 9 апреля семинарское занятие по этой лекции. И 16-го заключительное собеседование по всему курсу. То есть я должен видеть, что вот я вам все это что-то дал. Это самопроверка самого преподавателя и слушатель мой что-нибудь понял или нет. Ну, это, как говорится, так положено. Коли мы начинаем, надо серьезно к этому относиться. Так начинаем. Ничего вы не записывайте, я вам скажу, что все записать. Слушайте внимательно. Вы должны знать, что ни одна идея, ни одна теория не появляется в обществе, когда нет в них потребности. Это первое. Второе, если нет условия развития, тогда ни одна идея, ни одна теория не появляется. Вот марксизм появился, поскольку есть существенная потребность пролетариата. Понимаете? Освобождение от эксплуатации и так далее, и так далее. Поэтому и марксизм появился. Маркс и Энгельс – люди состоятельные. Один сын прокурора, другой сын фабриканта, но они, понимаете, какой гений отличается тем, кто обыкновенный человек. Он понял, что знает на самом деле, этот строй капиталистический не годится, потому что он эксплуатирует огромную массу людей, совершенно небольшое количество людей купается в золоте, огромная масса людей лишены обыкновенных человеческих благ. Вот сегодня капитализм в России точно так же. Точно так же. Ага. Поэтому появилось марксистское учение. Это учение должно иметь сначала исторические корни. Слушаем, ничего не пишем, потом мы запишем. Значит, исторические корни. Первое. Буржуазная революция в Нидерландах в XVI веке, Англии в XVII веке, во Франции в XVIII веке появилась промышленная революция, очень быстро укрепилась, начинается развиваться капиталистические производственные отношения, и появился пролетариат. Это первое. Второй, значит, исторические корни марксизма. Почему он появился? В 1819 году близ города Манчестер собрались рабочие на мирный митинг Англии. А правительство, перепугавшись, отдал приказ войскам расстрелять безоружных рабочих. Ну, расстреляли. На это дело английский рабочий класс ответил объединение в национальном масштабе, создали чартистскую партию и намеревались взять контроль деятельности правительства Англии. Это наивно. Никто тебе, никакое государство контроля никакой партии не даст. Ага. Как же сегодня мы, коммунисты, разве контролируем деятельность правительства Якутии? Нет. Зюганов контролирует правительство России? Нет. Никогда этого не будет. Понимаете, какое дело? Вот. Третье. 1825 года во всех развитых классических странах начались бремя, то есть через 10 лет начались регулярно кризисы перепроизводства. Что такое перепроизводство? Никакого перепроизводства нет. То есть капитализм, он не старается удовлетворить потребности населения страны. Они хотят максимальный прибыль получить за счет эксплуатации этих всего населения. Понимаете, люди? Поэтому вот это сапоги делает. Не знаю, сколько там надо. У них научно-то нет, это Маркс и Энгельс создали. И мы в Советском Союзе плановое хозяйство было, прогнозируем результатами. Поэтому никогда в Советском Союзе перепроизводства не могло быть, потому что научно все дело решено было, решается. И в Китае решается, в Вьетнаме решается, в Северной Корее, Кубе. То есть, где коммунистический строй, там научно. А все остальные, холодная Америка, Англия, Франция, все там анархия производства. То есть, по государственному масштабу не планируется. Правда, после борьбы 76 лет с Советским Союзом, они очень кое-чему учились. Я сам был в Америке, посмотрел производство, и все там были скопированы Советского Союза. Понимаете, какое дело? Какое влияние Советский Союз оказал? Процветание этого капитализма. Огромное. В конце концов, нас с вами развалили. Ага. Сейчас теоретический источник, без теоретического источника марксизм не появился бы. Первое. Классическая немецкая философия, особенности идеалистические диалектики Гегеля, антропологизм, материализм первых. Второе. Английская классическая политическая экономия, прежде всего учение Адама Смита, Давида Рикардо и теория трудовой стоимости. То есть они, конечно,
эти крупные ученые правильно отражали количество рабочего времени для производства товаров, но они не смогли открыть секреты перевалки стоимости. Это сделал только Маркс и Энгельс. Третье. Критический утопизм, социализм, коммунизм, которые разрабатывали два отряда. Конечно, умных людей в мире полно, много. Поэтому вот в XVI веке английский утопист Томас Мор написал книгу «Остров утопия». Как будто бы. Это за фантастика, просто мечта, нереализуемые. В этом острове 54 города организовали государство. В этом государстве там равны все и так далее, и так далее. То есть мечта. Но он в 17 веке итальянец Томмазо Кампанелло разработал утопическую теорию марксизма или коммунизма. То есть он пересказал, коммунизм такой будет, но это тоже мечта. Не могло он реализоваться. Поэтому вот я его разделил. Первый отряд, второй отряд. И эти три источника явились предпосылками для появления марксизма. Понимаете вы? То есть исторический корень 3, теоретический корень 3, и марксизм появился. Чего состоит марксизм? Структура. Ну, я вам уже книгу показал. Их 4. Первое – это марксистская философия. Ничего не пишите, потом напишем. Второе – марксистская политическая экономия. Третье – марксистская теория рабочего движения пролетарской революции. Четвертое – марксистская теория научного коммунизма. Цель марксизма, то есть построить коммунистическое общество для того, чтобы каждый человек всесторонне, гармонично развивался и имел разумные потребности. Очень простая задача, как будто, да? Но мы с вами, не мы с вами, я, вероятно, здесь сидящий, и мои, как говорится, соотечественники строили 76 лет только переходный период от капитализма к коммунизму. Никакого коммунизма не построили. Коммунизм начнется первой, второй фазы. Но переход приедет, это трансформация капитализма коммунизм, понимаете? А и в этом деле это второй час, потом я скажу второй час. Ага, сейчас проект к строительству коммунизма. Я вам показал. Проект по теории научного коммунизма. Вот здесь изложено проект строительства коммунистического общества. Как называется? Результаты 32-летней совместной работы Карл Маркс, Фридрих Энгельс разработали общую универсальную теоретическую модель коммунизма. И мало чего, что они вот теоретически аргументированно показали, что это такой коммунизм будет, но они еще расшифровали. В своем восхождении коммунизм пройдет через переход и период от капитализма к коммунизму и, собственно, первую, вторую фазу, собственно, коммунистического общества. Все остальное должны разработать рабочий класс той страны, где произошла пролетарская революция, и начинает строить основу. Основа называется переходный период от капитализма к коммунизму. Сейчас задача рабочего класса каждой страны. Я это все расскажу о марксизме. Одном марксизме. В каждой стране рабочий класс должен разработать свой марксизм. Понимаете, где? Этот марксизм общий, первичный, он должен его переработать в условиях своей страны. В частности, русифицированный марксизм России, китаизированный марксизм Китая, вьетнамизированный марксизм Вьетнаме, иначе не построишь. Ты должен сходить только с условий своей страны. Сейчас, с учетом образа жизни, склада мышления, национальной традиции, обычаев и культуры искусства населения страны, ты должен сделать проект строительства перехода периода от капитализма к коммунизму. Понимаете, как идет? Как здорово, мудро сделано гениями человечества Марксом и Энгельсом. То есть они сами, мы все знающие, вам все нарисуют. Нет, это утописты так могут делать. Они все дело оставили рабочему классу той страны, где победил пролетарская революция. Ну, в частности, у нас с вами вторая часть будет, я потом расскажу. Сейчас записываем.
то, что я написал, мы сейчас записываем. Вы не торопитесь. Если я очень быстро читаю, вы меня останавливаете, чтобы я сказал, то я повторил. Исторические корни марксизма. Двоеточие. Исторические корни марксизма. Вы не торопитесь, спокойно. У нас времени полно. Исторические корни марксизма. Двоеточие. Первое. Буржуазная революция в Нидерландах. Такой страны слышали, да? Нидерланды. Есть маленькая страна. В XVI веке. Буржуазная революция в Нидерландах в XVI веке. Запятая. В Англии в XVII веке. Запятая. Во Франции в XVIII веке. Промышленная революция. Это после точки большой буквы. Промышленная революция. Развитие буржуазных производственных отношений. Промышленная революция, запятая. Развитие буржуазных производственных отношений. Производственных отношений. Буржуазных производственных отношений. Запятая. Формирование пролетариата. Формирование пролетариата. Формирование пролетариата. Все успели, да? Если кто не успел, давай повторю. Второе. В 1819 году, в 1819 году близ города Манчестер, в 1819 году близ города Манчестер рабочие собрались на мирный митинг. Города Манчестер рабочие собрались на мирный митинг. Запятая. Чтобы высказать свои требования, английскому правительству, запятая, последнее, перепугавшись, отдало приказ войскам, стрелять в безоружных рабочих. Точка. Английский рабочий класс. На это ответил объединением в общенациональном масштабе. Запятая, создал чартистскую партию, запятая, с помощью которой он хотел подчинить своему контролю власть в Англии. Третье. С 1825 года все разбитые
капиталистические страны, все развитые капиталистические страны, бремя от бремени, капиталистические страны, бремя от бремени, начали переживать экономические кризисы, перепроизводство в оба стороны, в кавычках, потому что это не перепроизводство. Дурацкая такая анархия, потому и как будто перепроизводство. Никакого перепроизводства нет. Перепроизводство, запятая, которые сопровождались усилением безработицы, и нищеты среди пролетариев. Безработицы и нищеты среди пролетариев. Точка. Основной причиной этих кризисов была анархия производства. Новые строки. Теоретический источник марксизма. Двоеточие. Теоретические источники марксизма. Первое. Классическая немецкая философия. Второе. Английская классическая политическая экономия. Третье. Критический утопический социализм. И коммунизм, запятая, которые разрабатывались двумя отрядами утопистов. Новые строки. Структура марксизма. Двоеточие. Первое. Марксистская философия. Второе. Марксистская политическая экономия. Третье. Марксистская теория рабочего движения. И пролетарской революции. Четвертое. Марксистская теория научного коммунизма. Новые строки. Цель марксизма. Двоеточие. Новые строки. Строительство коммунизма для обеспечения
всестороннего и гармоничного для обеспечения всестороннего и гармоничного развития человека с разумными потребностями. Всестороннее гармоничное развитие человека с разумными потребностями. Проект строительства коммунизма, новой строки. Проект строительства коммунизма. Двоеточие. Новой строки. Марксом Энгельсом была разработана общая, запятая, универсальная, запятая, теоретическая модель, разработана общая, запятая, универсальная, запятая, теоретическая модель коммунизма, которая в своем восхождении, должна пройти через переходный период, должна пройти через переходный период от капитализма к коммунизму, переход от капитализма к коммунизму и через первую и вторую фазу собственно коммунистического общества. И через первую и вторую фазы собственного коммунизма. Собственно коммунизма. Новые строки. Задача рабочего класса каждой страны. Задача рабочего класса каждой страны. Двоеточие. Новые строки. На основе марксизма рабочий класс каждой страны должен разработать свой марксизм применительно в условиях своей страны. Можно еще раз с самого начала задачи строительства? На основе марксизма рабочий класс каждой страны должен разработать свой марксизм применительно в условиях своей страны. Сейчас что это такое, разъясним. После своей страны. Точка. С учетом образа жизни, и склада мышления, запятая, национальных традиций и обычаев, запятая, культуры и искусства народа каждой страны, разрабатывается научный план строительства переходного периода от капитализма к коммунизму. И
на его завершающем этапе должна быть разработана теоретическая модель, первой фазы коммунизма. Запятая, его критерии должны выступать границей между переходным периодом и первой фазой коммунизма. Сейчас отдохните, я рассказываю. Перехожу ко второй части. Мы с вами марксизм как будто закончили вводный час. Сейчас переходим к второй части. Урусифицирован марксизм. В советской литературе такого нет. Это ленинизм, я так назвал. Урусифицирован марксизм, то есть переработанный марксизм в условиях России. Называется урусифицированный марксизм. Значит, разработал его Владимир Ленин. Его третьина следствия составляет 55 томов. Огромный массив работы. Он разработал вообще так же, как у Маркса и Энгельса. Без разграничения на философии, политэкономии, теория классовой борьбы, пролетарской революции, теория научного коммунизма. Все оно типа так, как у Маркса и Энгельса. Отдельно разделывание разработано. Так, притом, конечно, это переработанный марксизм условия России. Поэтому цель ленинизма – просвещение рабочего класса, ядра рабочего класса, не всех ядра рабочих. То есть рабочих только заводов, фабрик, который должен выступить гегемоном буржуазно-демократической революции. Потому что сразу пролетарскую революцию невозможно делать, поэтому сначала надо сделать буржуазно-демократической революции. Гегемоном он должен выступить. Движущие силы – это рабочий класс, все крестьянство, городская мелкая буржуазия при нейтрализации крупной буржуазии. Это очень важно, рабочий класс. В результате буржуазно-демократической революции должна быть установлена диктатура пролетариата и крестьянства. А на самом деле в России установлено было двоевластие Совета и буржуазно-временное правительство. То есть была нарушена. Как говорится, марксистское требование не было выполнено. То есть она осложнилась. После его буржуазно-демократическая революция должна перерасти в пролетарскую революцию. Пролетарская революция, движущие силы, рабочий класс, остается он руководитель гегемон, беднейшие слои крестьянства, перед нейтрализацией средняка. После чего цель установить диктатуру пролетариата, отмена буржуазной частной собственности, отмена эксплуатации человека человеком. То есть то, что было капиталистическое, все, как говорится, отменяется вверх тормашками, как говорится, как часто говорил и Ленин, и Сталин. И начинается строительство, должно начинаться строительство переходного периода. Но здесь осложнилось, у нас получилось, что рабочий класс в основном безграмотный. Во главе стоят большевики грамотные, настоящие ленинцы, когорта ленинцев. И когда свергнутые царские генералы, полиса и прочее, и, конечно, попытались ограничивать и получали обещания. Не будем мы бороться против советской власти. Но результат чего получился? Как? Их-то эти
противников-то огромное количество, и гражданская война. Примерно до 3 года шло гражданская война, интервенция 14 разбитых количество стран, то есть не до строительства переходного периода. Защищали только что завоеванную политической власть. В этих условиях Ленин пишет, что мы строим сейчас в данном случае социализм, то буржуазное общество. Этап создания крупных предприятий, крупных производств, но коммунистической России ничего нет. Понимаете, какое дело? Социализм – это буржуазное общество, в принципе. Вот, после чего он все-таки, конечно, разработал элементы составления плана переходного периода, но не хронологическом плане. Сначала национальный вопрос, потом индустриализация, потом культурная революция. И только в конце, перед самой смертью, он продиктовал машинистские работу о кооперации, то есть коллективизации крестьянского хозяйства. Поэтому после смерти Ленина Сталин с этих элементов, он хорошо владел марксизмом, эти в общем университете теорию он, конечно, знал, он разработал ленинский научный план строительства переходного периода от капитализма к коммунизму. Он его назвал социализм. А это одна из крупнейших ошибок, потому что он застроил переходный период коммунизма, а он все время назывался социализмом. Перепут. В эти дебри мы не влезать не будем. Поэтому вот сталинский план, в соответствии, он назвал ленинским научным планом, культурная революция, коллективизация мелкодельческого крестьянского хозяйства, товарных хозяйств, 24,5 миллиона крестьян хозяйств безграмотных. Вы представляете? Безграмотных, некультурных, мелких собственников, объединять колхоз, совхозы. Это вообще процесс работы, представляете, как трудно было-то. А? Этих большевиков коммунистов-то раз-два обчелся. Это огромное количество. Вот тот сыграл рабочий класс. По призыву партии Сталина, завода, фабрики, деревни для создания колхозов, совхозов отправили лучших коммунистов, 25 тысяч. 111 тысяч бригад для создания тракторных колонн, машин тракторных станций. И обучили 1,9 миллиона шоферов, комбайнеров, трактористов. Вся страна работала. Сегодня часто критикуют, вот Сталин, коллективизация, не так дело, у него насильственное какое-то. Это чувствование. Сталин все время добровольное. Мы никого диктовать не можем. Это взято от Маркса Энгельса. Ага. Сталин сам ничего не мог придумать-то. Ага. Вот такое дело. То есть это была колоссальная работа. 80 миллионов этих мелких крестьян объединять колхозы, совхозы. Сколько нервов тратили, сколько жизней уничтожили. Кулаки-то этих председателей, активистов всех высажали. А? Поэтому, конечно, мы, конечно, дело... Я-то родился в 1939 год, не в 1917-м, поэтому только знаю, как говорится, от кино и литературы. А как они это дело в Самолы сделать, даже сегодня трудно представить. Поэтому вот... Потом и последний вопрос. Да, из этого 73% безграмотного населения рабочий класс Советского Союза сотворил советскую цивилизацию, совершенно новую. Всего-навсего, понимаете, за 76 лет. И от безграмотной, отсталой, аграрной страны сотворили вторую сверхдержаву мира. Вот представьте себе, какое это было люди. Железной воли. Да, первый это, конечно, Сталин. Это был человек уникальнейший, гений. 13 томов у него. Ленина 15, а этот 13 томов. Но Сталин отличался от Ленина тем, что он был очень конкретно. Притом очень преданный Ленину. Вот Ленин, великий Ленин сказал так. Почему он так сказал? Во-первых, во-вторых, самый дурак поймет. Понимаете? Это сила Ленина, аргументация Сталина. Это был железный человек.
железной волей, умнейший, представляете? Вот читаешь и восхищаешься, как же вокруг-то все соратники-то полуграмотные или малограмотные. А вот такое дело. И возникает вопрос, почему разрушился Советский Союз? Почему разрушился Советский Союз? После сталинских Хрущев, это малограмотный человек, Брежнев, генерал армии, военный человек, Андропов, комитет государственной безопасности, военный человек, Черненко, он 1 год работал, военный человек. Они не теоретики. И не смогли организовать лучших умов Советского Союза. Еще-то было полным-полно, коммунистов полным-полно. Организовать изучение марксизма и разрабатывать популярные формы пропаганды, это агитации среди широких слоев Советского Союза. Это было не организовано. Поэтому Советский Союз разрушился из-за незнания марксизма первостроителями перехода периода к капиталистскому коммунизму. Вот, понимаете, парадокс. Парадокс. У Сталина работа есть. Головокружение от успехов. Там сказано, вот у нас, видите, понимаете, зазнайство, сверхвера в себе и сверхоценка своих возможностей, этих людей надо гнать с партии. Понимаете? Гнать с партии, потому что они вредят. Так не может быть. Мы же строим впервые очень много неизвестного. Как это делать? Аналога нет, за исключением 2 месяца Парижской коммуны. Парижская коммуна-то ничего не строил-то. Только они начали. Ага, все. А строить-то впервые мы в Советском Союзе. Поэтому вот незнание марксизма, то есть потому что у Ленина и Маркса Энгельса много раз встречается. Без революционной теории нет революционной практики. Вот вам. Без революционной теории практики может быть? Нет. Советского Союза нет. Мы потеряли. То есть закон диалектики, отрицание, это никого не прощает. Как Римская империя разваливалась и так далее, так и Советский Союз развалился. Совершенно закономерно. Потому что без теории практики нет. Мы эти записывать не будем, потому что мы марксизм будем изучать. Какие вопросы возникли, пожалуйста? Да, если вам после занятий, 10 занятий понравится, и будем продолжать, тогда 2 час ленинизм мы изучим в будущем году. Тоже 10 занятий. После 1 октября. Да?